Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Последние десятилетия информационные технологии прочно вошли в жизнь практически каждого человека. Однако с безграничной пользой, которую предоставляют мобильные интернет-услуги, в нашу жизнь, к сожалению, входят и преступные посягательства. По данным информационного центра МВД Республики, за 12 месяцев прошлого года зарегистрировано более 2200 преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Рост по сравнению с предыдущим годом составил 44,5%. Какие распространены способы мошенничества, как распознать мошенника и уберечь средства на своей банковской карте? Об этом мы поговорим со старшим помощником прокурора республики по правовому обеспечению, старшим советником юстиции Ириной Машковой. Ирина Геннадьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и для начала хотелось бы понять, что это за преступления именно телекоммуникационных, в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Да, прежде всего это мошенничество, завладение чужим имуществом обманным путем, либо злоупотреблением доверием. Также к этой категории преступлений относятся кражи с банковских карт, то есть тайное хищение чужого имущества. Также в числе этих преступлений факты сбыта наркотических средств, незаконного оборота наркотических средств с использованием средств мобильной связи и социальных сетей. И также к числу этих преступлений относятся компьютерные преступления, такие факты, как незаконное использование компьютерной информации, создание вредоносных программ, ну и так далее. Где чаще всего совершаются такие преступления и с чем это связано? 78% этих преступлений приходится на центральные регионы республики. Значит, около 1300 преступлений — это город Якутск, от 80 до 200 — это преступления на территории Мирного, Нерюнгри, Алданский, Ленский район. И, значит, в пределах, в среднем по 30 преступлений, где-то больше, где-то меньше, приходится на другие районы республики. Насколько правоохранительным органам удается справляться с такими преступлениями? Но если речь идет о преступлениях, которые совершены, значит, лицами здесь, на территории республики, то такие преступления, как правило, раскрываются. Если же речь идет о тех преступлениях, когда преступник находится за пределами республики Саха-Якутия, то уже с учетом технической сложности раскрытия и расследования таких преступлений, особенно в отношении преступлений против собственности, процент раскрываемости очень невысокий, чуть более 30% он составляет. Когда же речь идет о преступлениях, совершенных неустановленными лицами, значит, находящимися за пределами региона, а может быть и страны, значит, использующих IP-телефонию или телефонные номера, зарегистрированные на третьих лиц, использующие перед обналичиванием денежных средств, похищенных, различные платежные системы, то, к сожалению, такие преступления, как правило, не раскрываются. Есть ли какой-то анализ этих преступлений? Ну и кто чаще всего попадается на ловки мошенников? 42,5% таких преступлений приходится на трудоспособный возраст граждан от 25 до 55 лет. И 13-14% этих преступлений приходится на молодежь и людей пенсионного возраста. Что-то объединяет всех пострадавших граждан или в истории уникальные высоты? Да, безусловно, этих граждан объединяет, как я уже сказала, прежде всего то, что это люди, как правило, трудоспособного возраста, имеющие постоянный источник дохода, то есть имеющие денежные средства на банковских картах. И, значит, кроме того, очень важный момент — это люди, как правило, имеющие высокую активность в приобретении товаров и получении услуг посредством сети интернет. Кроме того, здесь очень важно сказать, что опрос потерпевших сотрудниками полиции позволяет сделать вывод о том, что больше 90% людей, пострадавших, они владели информацией о возможном мобильном мошенничестве, о том, что это явление распространенное, читали об этом в газетах, видели по телевидению, и тем не менее все равно попались на уловки мошенников. Вот из этого нужно сделать вывод, что эти преступления могут коснуться каждого, и люди не должны пренебрегать этой информацией, они должны принять ее во внимание и знать, что это может случиться и с ними.
Может быть, есть какой-то психологический портрет вот, жертвы мошенников? Какие-то данные собирали по этому поводу? Нет, психологического портрета нет, это абсолютно, ну, любой человек может быть, как любой социальной категории, социального слоя, любой человек может пострадать. Как совершаются дистанционные хищения? Но прежде всего, значит, основную категорию этих преступлений составляют преступления с использованием подложных объявлений. Далее, значит, это те случаи, когда мошенники представляются работниками банка, банковской организации, полиции, службы судебных приставов, пенсионного фонда и любых других организаций. Ну и третья категория, когда мошенники используют биржевые площадки, где люди пытаются инвестировать средства и получить быстрый заработок. Каким способом обманывают именно по объявлению? Ну, прежде всего, это подложные объявления о продаже либо аренде имущества. Это такие случаи, когда объявления на таких площадках, как Юла, Дром или Авито. В общем-то, всем известные случаи, когда дается объявление, например, об аренде квартиры. Человек звонит, который хочет снять квартиру, договаривается, значит, на что арендодатель говорит о том, что, ну, если вы хотите, значит, арендовать квартиру, внесите залог. Человек вносит какой-то авансовый платеж, и больше арендодатель на связь не выходит. Могут быть и другие ситуации, когда, наоборот, объявление дает обычный гражданин, например, с целью продать какое-то имущество. Вот у меня дочь, например, в частности, столкнулась с такой ситуацией. Значит, ей перезвонил потенциальный покупатель и сказал, что меня все устраивает, но, значит, предложил воспользоваться сервисом безопасных платежей, которые есть на Юле, и, значит, отправил ей ссылку. Перейдя по этой ссылке, там, значит, предлагается внести данные банковской карты, на которую впоследствии нужно перечислить средства. А, как правило, эти ссылки идут уже на фишинговые сайты, то есть на сайты-близнецы. То есть сайт такой же, но на самом деле он не действительно, ну, как сказать, не оригинальный сайт. Вот. И если человек вносит свои данные банковской карты, а он вносит туда и конфиденциальные данные, такие как СВС-код и, значит, срок действия карты, и, соответственно, впоследствии он получает СМС-сообщение с просьбой подтвердить операцию, и тем самым в этот момент уже происходит списание средств с банковской карты человека. Кроме того, вам могут, ну, предложить при, значит, покупке товара внести авансовый платеж. Нужно знать, конечно, о том, что любые покупки в интернете, будь то сайты объявлений, будь то сайты интернет-магазинов, это, конечно же, большой риск. Лучше рассчитываться при личной встрече после того, как ты уже оценил качество товара, который ты хочешь приобрести, и, так скажем, делать это в безопасной форме. Есть ли какие-то признаки у этих фишинговых сайтов, у поддельных сайтов, да, как человек может понять, что пытается обмануть? Есть какие-то признаки в этом? Признаков практически нет. Как правило, легко определить может только специалист, но всегда нужно сравнивать адрес. То есть вот этот адрес этого сайта от оригинального может отличаться в один единственный символ. Например, вместо латинское «L» там может стоять латинское «I» или наоборот. И, конечно, такие нюансы простому гражданину не всегда бывают заметны. Да, как обезопасить себя в таких ситуациях? Ну, прежде всего, как я уже сказала, нельзя перечислять деньги авансом, и даже наложенный платеж не обеспечивает защиты, поскольку, оплатив наложенным платежом, вы все равно в посылке можете получить так называемую куклу или вообще ничего не получить. Ну, как бы такая рекомендация может быть только одна: приобретайте, значит, товары в обычных магазинах, либо уже на проверенных сайтах. И более того, на сайтах, которые в вашем городе имеют пункты доставки, да, такие как офисы Wildberries, например, Почта России или AliExpress. И, кроме того, рекомендация такая, что не нужно делать покупки с зарплатных карт. То есть для покупок в сети интернет нужно иметь отдельную карту, так называемую кэшбэковскую, да, с кэшбэком, ну, на которую переводить только ту сумму, которую вы хотите потратить на конкретную покупку. Вот, тогда вы большую часть своих средств обезопасите от возможных покушений. Что касается краж с банковских карт, как это чаще всего происходит? Но самое обидное, что, как правило, фактически люди сами перечисляют средства.
поддаваясь на уговоры, нередко мошенники создают такую ситуацию, в которой человек оказывается в страхе, да, за свои денежные средства или за близких родственников, и в этой ситуации старается сделать все максимально быстро для того, чтобы избежать каких-то негативных последствий, и ведется на уговоры, сообщает данные своей банковской карты персональной, да, либо, значит, сам, вплоть до того, что были случаи, что человек идет к банкомату, в банкомате совершает какие-то операции, да, либо даже были такие ситуации, когда звонит сотрудник полиции, якобы сотрудник полиции, и говорит, что вот в отношении вас там совершены какие-то мошеннические действия, давайте поучаствуйте, окажите содействие следствию, поучаствуйте в задержании преступника. И люди идут даже на это и совершают все действия звонящего, не подозревая о том, что они на самом деле общаются с мошенниками, теряют огромные суммы средств. Всем известны такие случаи, когда, значит, вам звонят со службы безопасности банка, зарегистрирована попытка несанкционированного списания средств с вашей банковской карты. Для отмены или блокировки этой операции вам предлагают продиктовать реквизиты банковской карты вашей или назвать код, поступивший по СМС, либо предлагают совершить какую-то операцию в банкомате. Либо, например, вам звонят из вашего банка и говорят, что на ваше имя оформлен кредит. Вы, естественно, в недоумении, на что сотрудник, так скажем, банка предлагает вам, значит, предотвратить эту операцию, и для того, чтобы списать этот долг, снова предлагает вам оформить на себя кредит. И люди, к сожалению, ведутся даже на такое. Либо, например, могут вам сообщить, что взломан ваш личный кабинет мобильного оператора, и поэтому вы не получаете СМС-уведомления банка о совершаемых операциях. Тоже человек, значит, погружается в панику и идет на любые действия, чтобы, значит, предотвратить какие-то дальнейшие операции. А на самом деле, значит, звонящий — это мошенник. Злоумышленники могут делать повторные звонки даже тем клиентам, которые уже пострадали от мобильного мошенничества, представляясь сотрудниками полиции, как я уже сказала, и предлагая им, значит, поучаствовать в задержании преступника. Известны случаи, когда по просьбе звонившего якобы сотрудника полиции граждане шли в банк ловить мошенника. Известная московская блогерша повелась на звонок сотрудника полиции с предложением поймать недавно действительно звонившего ей мошенника, и в процессе такой липовой спецоперации потеряла более 1 миллиона рублей. Вам могут сообщить о начислении денег по ошибке и попросят вернуть средства по другим реквизитам. Деньги по ошибке действительно могут поступить от такого же обманутого человека, как и вы, но вот попросит вернуть их уже мошенник. Мошенники часто используют слабость людей, желание что-то купить, сэкономить, спасти себя, близких родственников, кого-то поймать или наказать и так далее. Также используют страх людей потерять денежные средства. Могут быть использованы подложные сайты, предлагающие указать данные банковской карты для совершения покупки, а также код из СМС-оповещения, либо без такового. Следует сказать о том, что все способы мошенничества, не перечислить их огромное количество, они все время меняются, мошенники совершенствуются в этом вопросе. И так, например, в последнее время получили распространение случаи, когда пострадавшим, значит, поступает сообщение с портала государственных услуг с информацией о том, что им положены какие-то, значит, социальные гарантии. Для того, чтобы их получить, нужно совершить определенные действия, в частности, указать данные банковской карты, на которую будут перечисляться эти социальные гарантии. Но, безусловно, в этих ситуациях нужно, прежде всего, засомневаться и, значит, выяснить, действительно ли существуют соответствующие проблемы или существуют соответствующие гарантии непосредственно у первоначального источника информации. Можно ли распознать мошенника по голосу? По голосу, к сожалению, нет. Наоборот, они ведут себя очень непосредственно. Это, так скажем, достаточно хорошие психологи, они внушают доверие. Неспроста очень многие люди, так скажем, ведутся на уловки мошенников именно по этой причине, потому что распознать по голосу их невозможно. Ну а что делать человеку, если уже он начинает понимать, что его обманули, он уже перевел средства, каким-то образом он может их вернуть в кратчайшие сроки, или куда ей лучше обратиться? Конечно, как я уже сказала, в эти ситуации лучше не попадать, потому что, как правило, мошенничество не имеет границ, они звонят из других государств, и
имея нынешние технические возможности обналичивания через платежные системы, поймать такого преступника практически невозможно. Поэтому в такие ситуации лучше не попадать. Но, безусловно, если это уже случилось, нужно обращаться в полицию и блокировать, прежде всего блокировать банковскую карту. Прежде всего помните о том, что наша материальная безопасность находится в наших руках. Статья 210 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что гражданин несет бремя содержания своего имущества. И, на мой взгляд, эта позиция в полной мере распространяется и на денежные средства граждан, находящиеся на их банковских картах. Обеспечение сохранности – это означает, что нельзя доверять звонящим незнакомым лицам, нельзя разглашать никому и ни при каких обстоятельствах персональные данные своей банковской карты. Это, еще раз повторю, ПИН-код карты, это СВС-код карты, а также срок действия карты и любые СМС-оповещения с целью подтверждения финансовой операции. В случае, если вам звонят с банка и говорят о каких-то проблемах, сами найдите телефон этого банка, посмотрите на банковской карте, перезвоните туда и уточните, действительно ли имеет место такая проблема. Хотите безопасно инвестировать средства, идите в известный вам банк, заключайте договор инвестиционного счета, но не ведитесь на предложение быстрых сделок и высоких процентов по объявлениям в сети интернет. Ирина Геннадьевна, спасибо, что пришли к нам и ответили на наши вопросы. О том, как не стать жертвой интернет-мошенников, мы говорили со старшим помощником прокурора республики по правовому обеспечению, старшим советником юстиции Ириной Машковой. Берегите себя, носите маски, соблюдайте безопасную дистанцию в общественных местах и оставайтесь с нами.